Триколор и абхазский флаг здесь всегда стоят рядом. В новом классе, который полностью оборудован российскими специалистами, сухумские школьники могут чувствовать себя как дома. Вот наш интерактивный экран и тема нашего сегодняшнего урока – биография Некрасова. Мультимедиа-панель в центре внимания на занятиях русского языка и русской литературы. От Гагры до Ткуарчала. Таких профильных классов в республике уже 15. Ученики Сухумской школы номер 2 благодарят Минпросвещения России за вдохновляющее пространство. Если сразу же зайти в этот класс, то по цвету видно, что тут царит всегда светлая атмосфера. Большое количество настольных игр, которые связаны с русским языком, с историей России. Большая работа, которую фонд «Моя история» проделал совместно с Минпросвещением Абхазии в рамках проекта «Россия. Мои горизонты». Русскому языку в республике уделяется значительное внимание. Представлены все современные технологии, методики, наша история, про приставки, что касается русского языка. Это образовательные игры. Образовательные игры. Поставлено уже более 8000 единиц современного оборудования. От письменных принадлежностей к цифровым технологиям эволюция современного рабочего места школьника, где посредством интернета можно и вести дневник, и получать задания. Вся техника здесь новая. Вот, например, наушники. Не будем распечатывать, для того, чтобы дети могли смотреть экранизацию русской классики на больших мультимедийных экранах. Культурный мост между двумя государствами, которые сегодня говорят и думают на одном языке. Когда открываются такие классы, у детей получается стимул появляется для изучения предметов, потому что дети наши сейчас современные, они хотят пользоваться современными техническими средствами. Перед абхазскими школьниками открыты все двери. Даниил Малакян, как и многие в Абхазии, участвует в международных акциях фонда «Моя история». Например, пишет письмо победы. На мастер-классах и профориентационных проектах в России учащиеся из Апсны всегда желанные гости. Хочу сказать огромное спасибо за такую возможность, ведь учиться в такой среде делает занятия более интересными и эффективными. Новое оборудование сразу же идет в работу. Такие занятия никто не прогуливает. Павел Мельник и Никита Кальченко. Вести. Республика Абхазия.